Минутку выведу на экран. Дмитрий Корчинский, есть такой украинский патриот, сообщает, что готовится депортация около 200 северных кавказцев. Пивнично-кавказцев звучит по-украински. Это преимущественно тех, кто связан с антимосковским сопротивлением. Среди них хотят дать московским бойцам название батальона Шейх Мансур, воевавший на стороне все эти годы, включая командующего батальоном Муслима Чеберлоевского. По случаю Москвы эти меры уже, это с украинского перевода здесь, уже внедряются. В Киеве ночью арестовали Руслана Акиева, ингуш, участвовавший в московско-украинской войне. Сегодня его выдают в Молдове, готовят депортацию в Москву. Поступила информация, что Руслан Акиев был убит. Мне сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Он жив, Руслан Акиев, и находится в Молдове. Мы очень будем надеяться на то, что Молдова не выдаст Руслана Акиева в Россию, так как он ингуш по национальности и, скорее всего, является гражданином России по факту. Поэтому вот такая вот ситуация. Но несмотря на это, мы этот вопрос, конечно же, должны тщательно сейчас обсудить, поднять и максимально привлечь внимание к этой проблеме. Хотелось бы начать с того, что был такой ингушский, есть, он сейчас сидит в российской тюрьме, Тимур Тумгоев, который в 2018 году решением Генеральной прокуратуры Украины выдан спецслужбам России по подозрению в членстве ИГИЛ. Не участвовал в АТО на востоке Украины, заявил экс-заместитель генпрокурора Евгения Енина. Евгений Енин, тот самый, который подписал выдачу Тимура Тумгоева России, затем занимался делом по сбитому Боингу. Понимаете, да? Евгений Енин сотрудничает с ФСБ, выдает Тимура Тумгоева России, и после этого, вот давайте посмотрим новости. Уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, экс-заместитель Луценко, назвал мифом информацию об участии в АТО Тимура Тумгоева, выданного Украиной ФСБ. Это для того, чтобы сбить такую волну патриотов, которые вышли и начали возмущаться по этому поводу. Так вот, смотрите. Во-первых, у Тимура Тумгоева было удостоверение батальона Шейха Мансура, которое ему Служба безопасности Украины, СБУ, аккуратненько вложила в карман перед тем, как его посадить на самолет и выдать ФСБ. Это делалось для того, чтобы не оставалось у суда и у кого-либо других сомнений в том, что Тимур Тумгоев принимал участие в войне, в русско-украинской войне или московско-украинской войне. Это чтобы в суде было легче доказать его вину. Ему так услужливо СБУшники своим коллегам из ФСБ передавали Тимура Тумгоева. Тимур Тумгоев в первые же дни, как только перебрался в Россию, был жестоко избит. Он не узнавал сестру, которая пришла к нему на свидание или в суде на продлении, когда они встретились. И получил он 18 лет русских концлагерей, российских концлагерей. Так вот, уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, послушаем Евгения Енина, заместителя Луценко. Интервью радио НВ, он сообщил, что соответствующая информация является мифом. Мифом являлась информация о том, что Тимур Тумгоев воевал на стороне Украины. О том, что он воевал в батальоне имени Шейха Мансура, об этом сказал Муслим Чеберлоевский. Официально он об этом заявил. Несмотря на это, Енину не мешает, когда командир говорит, на руках есть удостоверение, командир Тимура Тумгоева, Муслим Чеберлоевский, говорит, что он воевал. Несмотря на это,
зам генпрокурору Евгению Енину хватает наглости утверждать, что это абсолютный миф, то, что господин Тумгоев был добровольцем или участвовал в конкретных операциях на стороне Украины. По этому поводу даже проводилось досудебное расследование. Ни один человек не подтвердил прямо и непосредственно, что он участвовал совместно с господином Тумгоевым в какой-то специальной военной операции на территории зоны АТО. По словам экс-сотрудника ГПУ, ни защита Тумгоева суда, ни он сам не заявляли об участии в операции на Донбассе. Понимаете, пользоваться вот такими подлыми приемами, да, для Енина, который занимается, кстати, сейчас, занимался до того, как я лично писал по этому поводу открытые обращения, занимается делом с битым Боингом. И ничего удивительного, что у русских появляется информация. Тут Енин сообщает, что не заявляли, ни Тумгоев, ни кто-либо на суде не заявляли. Было удостоверение, которое изъято. Все об этом знают. И заявлялось неоднократно, что Тумгоев является участником АТО. При всем при этом, когда выдавали Тумгоева, его выдали так быстро, что даже адвокат не успел к нему приехать. Сказали, утром отпускаем, сегодня задержали и ночью выдали Тумгоева. Это так, для ясности. Вот дальше смотрите, что пишет уже сам Тумгоев из тюрьмы. Это уже 27 марта 2020 года. Осужденный на 18 лет уроженец Ингушетии Тумгоев заявляет о давлении администрации колонии. Осужденный Северокавказским окружным военным судом уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев заявляет о попытке расправиться с ним со стороны администрации колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины в районе Донбасса. В частности, Тумгоев в сообщении, переданном из колонии, отметил, что с момента прибытия в колонию он находился вне карцера около 1 часа. То есть его избивали. В карцере отсидел 50 суток, практически, он отсидел 50 суток в карцере. Практически этим меня туда, с этапа меня туда отправили. Сейчас в бараке усиленного режима, отметил Тумгоев. Он добавил, что во время следствия ему задавали вопросы о событиях в Украине, расспрашивали о кавказцах, воюющих на украинской стороне, в частности в батальоне имени шейха Мансура. Хотя в обвинении фигурирует Сирия, практически все вопросы были об Украине, подчеркнул Тумгоев. Это, чтобы вы знали, это человек, который знает месторасположение, он находился, как сказал Муслим Чеберлоевский, не в первые же дни войны он оказался, попозже. Но уже он бывал на передовой, выезжал и так далее, знал, с кем он состоит в батальоне, знал места расположения разных частей. И, конечно же, под пытками можно выбить у любого информацию. И такого человека, владеющего военной обстановкой, хоть не полностью, хотя бы частично на месте, да, вот этого человека Евгений Енин выдает. А представьте, если сейчас выдадут Муслима Чеберлоевского, который там по всем фронтам поездил и знает огромное количество, владеет огромным количеством информации. Это, похуже, я не знаю, любой измены и предательства. Не говоря уже там о этической и моральной стороне этого вопроса. Это вообще отдельная тема. Так, дальше. Он напомнил, что при передаче его сотрудникам ФСБ, смотрите внимательно, офицеры службы безопасности Украины положили ему в карман удостоверение участника боевых действий, выданное ему во время службы в батальоне шейха Мансура. Тумгоев считает, что в ближайшее время его переведут в одну из колоний Саратовской области для содержания в едином помещении камерного типа ЕПКТ. Сестра Тумгоева Марина в комментариях Кавказа Реалии отметила, что его семья добивается перевода брата в одну из колоний на территории Северокавказского федерального округа, чтобы проще было нам ездить к нему на свидание, передачи возить. И так далее. Вот ситуация вот такая. Сейчас поступает информация. Выдали Акиева. И ожидается сейчас депортация около 200 человек. Надо признать, что сегодняшняя Украина не выдала России этого бойца.
она его депортировала в Молдову. Таких депортаций Украина при Порошенко совершала, так, например, грузинские бойцы были с мешками на голове, по-моему, их закинули в самолет и вывезли в Грузию. Некоторых бойцов. Я не помню все детали, но помню вот этот момент, который там был. То же самое сейчас произошло с бойцом батальона шейха Мансура. При Порошенко, на самом деле, Луценко, когда был генеральным прокурором, был выдан Тимур Тумгоев. Это был такой резонансный случай. Давайте посмотрим, что произошло, когда вот выдали Тимура Тумгоева, и люди вышли на митинг. Давайте послушаем буквально несколько минут выступления Муслима Чеберлоевского и узнаем, что как будут жить наши дети. Подходите, делать, надо что-то делать, потому что нас иначе распорошат. Смотрите, одних патриотов убили, других сделали инвалидами, третьих посадили, четвертых подготавливают к посадке. К чему мы идем? К чему мы идем? Сколько мы будем рабами? Хватит быть рабами. Добрый день всем. Ну, в любом случае, сперва мы должны разобраться в любой ситуации, как это налажено, как они еще дальше, если это планируется, тогда уже это надо как-то уже жестко пресекать. Но сейчас мы переговоры просим выяснить ситуацию. Может, мы подозреваем, это какая-то провокация. Может быть, кто-то там ожидал дальнейших каких-то беспорядков, каких-то движений. Мы опять же, я все время и говорил, мы лично, наше подразделение, мы никогда не лезли в политику, внутренние дела России. Наша цель и задача просто поддержать украинской стороне против России, против общего врага. А дальнейшие действия уже, которые там внутри Украины, мы ими не разбираемся. Все, что от нас зависит, и все, что мы можем помочь, мы пришли помогать, и все. Поэтому нас много раз хотели где-то куда-то затянуть, использовать где-то, так как мы в политике не разбираемся и не интересуемся. Наша задача война. И на войне мы познакомились с многими патриотами, с многими воинами, которые действительно защищают эту страну и переживают за это. Вот с такими людьми мы поначалу нас вообще-то пригласили официальные власти, и потом оно как бы пошло самотеком. Мы остались сами. То, что обещано было нам и не дали оружие и остальное снабжение. Мы сами достали оружие, сами пригнали машины с Европы и сами начали это дело. Поэтому мы сегодня не хотим из-за нас, чтобы какие-то лишние движения произошли. Мы хотим выяснить ситуацию и наших бойцов, и ваших. Это мы вся одна сторона. Поэтому главное, чтобы нас не использовали где-то. Это я говорю вам, так как вы разбираетесь больше, вы местные, вы украинцы, и нам совместно, чтобы выиграть. Не обязательно ломать какие-то стекла, это не выход. Нам нужен решение и выход из этой ситуации, чтобы и с правительством, чтобы и с народом, и чтобы это все было. Предателей вычислить оттуда, посадить, расстрелять, повесить, не знаю, что-то там решить с ними и с остальными. Мы знаем, там не все предатели и не все такие. Это же правительство, выбранное украинцами. Ну, какие-то есть. Хвост Януковича тут остался. Хвост России и ФСБ тут работает. Ну, поэтому над этим нам надо работать. Над этим надо вычислять их и удалять. А систему остальную, лучших туда, худших оттуда выбирать, я думаю, вот так примерно. Тобто фактично, да, зараз секундочку. Командир чеченского батальона имени шейха Мансура. Ще я хотів би сказати. Свободу Чечне. Смерть врагам. Я хочу сказати. Это была речь Муслима Чеберлоевского, командира батальона имени шейха Мансура. В августе 2018, в сентябре
по-моему, 2018 года, сразу после того, как Тимур Тумгоев был выдан России. Теперь же ситуация такая, что Муслим Чеберлоевский и остальные добробатовцы тоже могут быть депортированы. Надеюсь, конечно же, ни в коем случае в Россию это не произойдет, но может произойти депортация. Для чего это делается, да? Для чего делается депортация, для чего проводится даже не знаю всех деталей, нюансов, я не знаю, какие там происходят, но я понимаю, что это попахивает изменой. Конечно, может быть какое-то логическое объяснение всему этому, но при всем при этом это очень настораживает эта ситуация. И я призываю всех обратить на это внимание, постараться защитить ваших же добровольцев. Я обращаюсь, конечно же, к украинцам. Также я обратился бы к президенту Украины, к Владимиру Александровичу Зеленскому. Владимир Александрович, мы с вами ровесники, и у нас, у чеченцев, не принято обращаться на «вы», к ровесникам особенно, да и к старшим тоже. Но так как вы представляете Украину, являетесь высшим должностным лицом Украины, я обращаюсь к вам, конечно, на «вы» по имени и отчеству. Владимир Александрович, вы понимаете, что после ухода с вашего поста, президентства, о вас останется то хорошее и то плохое, что вы сделали. Но есть еще позорные страницы, которые нельзя будет отмыть. И вы, как, извиняюсь, конечно, не этнический украинец, да, как еврей, можете вызвать там обиду на всех евреев даже, да, а украинцы могут сказать, он же не украинец, хотя ваш предшественник был украинцем и выдал России, при нем точнее выдал, Евгений Енин и прокурор Луценко выдали бойца Тимура Тумгоева, который отбывает 18 лет в российском концлагере, срок за участие в войне против России на стороне Украины, и там еще ему шьют дело там участия в войне в Сирии. Я обращаюсь к президенту Владимиру Александровичу, к вам, обратить внимание на этот факт, да, вопиющий факт. Да, и бывают разные моменты, какие могут возникнуть с людьми, которые воюют, да, но при всем при этом всех массово скопом депортировать или даже готовиться к этой депортации, даже обсуждать это не делает чести ни Украине в целом, ни вам лично, как президенту. Поэтому я прошу вас разобраться в этой ситуации и не депортировать. Это люди, которые поставили все на кон, когда пошли защищать вашу страну. Среди них могут быть разные люди, если есть незаслуживающие доверия элементы, конечно, их нужно выявлять, выкорчевывать, и в этом в первую очередь, конечно, сами участники батальона должны этим тоже заниматься, конечно, при помощи властей Украины. Но если есть какое-то подозрение, что там есть какие-то ненужные или вражеские элементы, то, конечно же, нужно разбираться с каждым в отдельности, а не со всем батальоном. Это я ни на что не намекаю, я, конечно, не знаю, есть или нет, просто я хочу понять логику поведения украинской власти, которая выселяет, депортирует людей, которые, кроме пользы, ничего плохого Украине во время продолжающейся войны ничего принести плохого не могут. Война, как известно, не закончена, Крым не возвращен, Донбасс также находится под оккупацией. Поэтому призываю всех, в том числе начиная от президента, заканчивая всеми гражданами Украины, обратите внимание на это и прошу сделать все возможное, чтобы эти люди
получили те паспорта, которые им давным-давно, гражданство, которое им давным-давно было обещано, сразу же после передачи в руки ФСБ Тимура Тумгоева была создана комиссия, потом эта комиссия по какой-то причине была расформирована, один из участников этой комиссии был арестован. Не знаю, чем это было связано, настоящий там криминальный эпизод имелся в деле, или же это была какая-нибудь инсценировка, но даже если это был настоящий какой-нибудь там криминальный момент в этом деле, то можно было других людей привлечь, и вообще, даже если один человек остается в батальоне, которому нельзя там что-то там предъявить, то он должен был хотя бы один человек получить этот паспорт. Но, как мы знаем, паспорта добровольцы, кавказцы не получили гражданство, а это была какая-то защита от России. Но будем следить за этой ситуацией. Я постараюсь еще связаться с добровольцами в Украине, пообщаться с ними. Если они захотят, мы запишем интервью и представим его. Буду следить за этой ситуацией.